Кавказ, Барт, там нас много было. Там 5-6 организаций. Ну, 2 организации, как минимум, таких радикальных было. Вот нас гоняли 88-й, 9-й год, да и 90-й год. КГБ за нами все время следило. Нам не давали собираться даже в подвальных помещениях. Вот, и, в общем, такое дело. И вдруг 89-й год, да, 89-й год, мне Яндербиев сообщает, что, Муса, ты знаешь, 2-й съезд ингушского народа. Я вообще был потрясен. Я к тому времени вообще, Цаканду, там, ингуши, чеченцы, я вообще считал анахронизмом это слово, даже чечены, ингушетия, как само название считал, нас разделяют, по-живому режут. Вот. Я говорю, как это 2-й съезд ингушского народа? Мы что, не один народ разве? Вот. Ну и мы на машине, там был один из Наполеончиков, их Костоев, Беслан Костоев. На его «Жигули» поехали туда, в этот ДК Кирова или Ленина, в общем, самый большой дом культуры республики был. И вот весь этот дом культуры отдан под 2-й съезд ингушского народа. Вот это во-первых. Нам они не разрешают даже в подвалах собираться. Вот. А тут вот, целый ДК, там 5-6 этажей, а один этаж как 4-5 нормальных этажей. Ну, люди помнят, это ДК Кирова и Эрмитасу. Вот, или Крупской. Вот весь ДК отдан, там чуть ли неделю они там вели подготовительные работы там и так далее. Я захожу в фойе, смотрю, вот на стене вот, висят портреты. Генерал Ермолов, генерал Зац, который любил баловаться, там отрубал голову черкесам, чеченцам, там, дагестанцам. Из этих голов это самое делал пирамиды. Вот, генерал Зац, вот, Евдокимов. Ну, короче, все генералы-убийцы от кавказских народов. Меня это вообще взбесило. Там рядом с нами без руки он был, или без обеих даже рук, ингуш. Так вроде хороший парень. Вот я у него спрашиваю, Ашхулил, да вы что, охренели совсем? Ну, в более грубой форме, я ему говорю. Ашхулил, да это враги, наши общие враги. Вы что, их портреты вешаете? Они... О, Муса, ты что, ну так нельзя, мы так, чтобы усыпить их бдительность, там, ну, всему же есть предел. Усыпить бдительность можно было бы повесить там генерала, там, ну хотя бы Жукова, Конева, там, ну, допустим, ну, из русских генералов, ну хотя бы там Боретинского, например, одного можно было повесить. А специально вот самых кровавых, ну, которые были в истории Кавказа. Вот, царь портрет еще Галилин, да. Вот, ну, я сразу понял, что это заказуха кремлевская. Вот, и это к чему-то ведет к кровавому. Я тогда не знал, к чему это ведет, но я точно знал, что это к крови ведет, и вел очень большую работу. Вот, жители Ингушетии, Чечни помнят. Вот я по телевидению выступал, там чуть ли не каждый день по этому поводу. Подключал туда там этого полковника в отставке. Ибрагим Бейли был хороший человек. Вот, Далгештельсон. Вот мы с Ибрагимом Бейли вели частые беседы по телевидению, призывали ингушей к
единству с чеченцами, там, не разделяться. А потом уже, когда Беслан Костоев там стал откровенно провоцировать ингушскую молодежь на кровавые разборки в 92 году, это наш последний мирный митинг. Вот, кликушествовал Беслан. Мы еле сдерживаем ингушскую молодежь. Это наш последний мирный митинг. Мы предупреждаем Кремль. Боже. В общем, короче, пытался я изо всех сил предотвратить, но кроме всеобщей ненависти очень большой части ингушей, которые до сих пор злопыхают, хотя я им говорил, свидетели есть, Аллах свидетели, тысячи ингушей и чеченцев свидетелей, как я по телевидению предупреждал их: никогда ва-галга вежери, никогда Москва не сделает ставку на ингушей, отодвинув в сторону осетин. Вы дико заблуждаетесь. Вы живете хорошо, вольготно во всей Осетии. Город Орджоникидзе, он фактически ваш, он не осетинский уже. Не правый, левый берег, а оба берега уже ваши. Вы там и сям, везде вы живете нормально, вот в дворцах. Вот, живете роскошно. Вот, и молил им. Сейчас надо мирно все решать. У нас есть возможность мирно решать все наши вопросы. А территориальные вопросы я вообще всю жизнь презираю. Это страшная уловка поработителей во все времена. Вот, внутри себя чертить границы между этими варварами, чтобы они друг друга там, это аварская земля, это чеченская, это кумыкская, это осетинская. Вот этот момент я воспроизвожу вам. Показательный очень момент был. Ну и все последующие события, как они вели себя, вот как они бросили эту ингушскую молодежь в кровь и тут же сами сбежали. Все абсолютно. Все Инароев, Богатырев, Чехкиев, там, все, Национальный совет Ингушетии или Ингушский национальный совет, или Совет Ирахцер. Вот весь в полном составе они оказались в Москве почему-то. Они не возглавляли там схватку с осетинскими частями там, и так далее. Все оказались в Москве. Поэтому, когда кто-то, особенно сейчас, вот в наше время, во время пандемии вообще это безмозгло вражина может только вот сейчас чему-то призывать. Там земли, это вообще суки. Тот, кто сейчас это произносит даже. Тут речь идет о гибели вообще всего человечества. А мы-то там 2-3 козявки, там чеченцы, ингуши, кто мы такие. Ну и нас они вообще там зачипизируют, завакцинируют. Вот сейчас об этом надо говорить. Ну и сейчас кто говорит о землях, знаете, что это суки подзаборные, блядь. Их надо душить. Вот, тогда это было возмутительно. Делить народ по-живому, взывать к этим убийцам кавказских народов, там, их портреты вешать, там, будоражить нормальное текущее русло жизненное, в Осетии, в Ингушетии. Там все очень было прекрасно. Вот, ингуши должны помнить это. Царь признать Садабады, почему-то. Духа Болчар.